На Иссык-Куле идет разработка крупнейшего проекта в Центральной Азии и на всем континенте горнолыжного кластера «Три вершины». Реализация подобного проекта влечет за собой разработку и других проектов, к примеру, развитие инфраструктуры региона, строительство дорог и возведение объектов для туристов, таких как гостиницы. Все это благоприятно повлияет на экономику области. Три вершины. Это в Аксуйском районе. Сейчас создано в республиканском масштабе государственное предприятие «Кыргыз-Хуршевель». Мы с ними тесно работаем в данный момент. Сейчас идет процесс предоставления земельных участков, разработка технико-экономических обоснований, проектов. И в дальнейшем это будет цель этого проекта сейчас создать все инфраструктурные условия. Государство заинтересовано в подобных инициативах и поэтому разрабатывает механизмы для привлечения инвестиций из частного сектора, создания условий для инвесторов и выявления приоритетных секторов для реализации проектов. Через механизм государственно-частного партнерства обсудили на первом заседании регионального инвестиционного совета. Это уже у нас второе заседание. Первое заседание проходило в Волжской области. Все это делается для того, чтобы в первую очередь поднять потенциал Иссык-Кульской области, в туристической сфере. Как я до этого докладывался, есть очень много больших мегапроектов. Это как «Три вершины», окончание строительства аэропорта Каракол. Помимо этого, заводы многие открыты уже в сфере ГЧП. Пансионаты многие передаются частному партнеру. На сегодняшний день Центр ГЧП ведет активную работу в развитии Иссык-Кульской области. Сама идея и суть всего этого совета в том, чтобы заложить ту основу для взаимодействия между государственными органами и бизнесом на местах для решения тех поставленных задач сегодня главой государства Садыром Нургулжевичем и главой Кабинета министров Акылбеком Кусумбековичем в части привлечения инвестиций, внешних и местных, в крупные, малые проекты в регионах. В связи с этим, именно благодаря этому диалогу будет обсуждаться не только проблемы и вызовы, но и также те инициативы, которые хотят реализовывать частный сектор именно в Иссык-Кульской области. Подобное заседание регионального инвестсовета уже проходило в двух областях, и, как отмечает директор Центра ГЧП, это уже дало свои результаты. В этих регионах было реализовано, а также разрабатывается сразу несколько проектов. Конечно, улучшилось в Волжской области, добавились 2-3 проекта. Это, я могу вам даже перечислить, это бассейн «Дельфин». Также было подписание по рынку Пашу после регионального совета по Джалабаду. Насколько вы все знаете, президент сам открыл это IT-центр. По Баткенской области готовятся проекты, но они еще на сфере подписания. В чем ценность инвестиционного совета? Это площадка для взаимодействия властей, бизнеса, бизнес-сообществ и предпринимателей, которые помогают решать конкретные проблемы, развивать и укреплять точки роста, создание рабочих мест, ну и, конечно же, улучшение инвестиционного климата для области. Иссык-Кульская область является не только одним из красивейших регионов страны, но и самым привлекательным краем для инвесторов. При этом не только в сфере туризма. Здесь могут быть реализованы проекты в сфере альтернативных источников энергии. К примеру, строительство солнечных и ветряных станций. Прежде всего мы видим, конечно, большой потенциал есть с точки зрения реализации как раз вот этих вот двух основных видов или источников энергии. Это электроэнергия с помощью производства через солнечные электростанции, это первое. И второе, геотермальная энергетика тоже не стоит забывать, потому что потенциал Иссык-Кульской области достаточно большой. Заседание регионального инвестсовета будет проходить 2 дня. По итогам первого дня мероприятия будет проведен анализ и выявлены проблемы и преграды, которые могут мешать инвесторам для реализации проектов ГЧП. Саимак Мусаев, Эльдар Анарбеков, ЛТР, Иссык-Кульская область.